Стадион имени Рашида Аушева считается одним из крупнейших в Ингушетии. Он построен в 1996 году. На сегодняшний день только здесь проводятся самые значимые футбольные мероприятия. Последняя масштабная реконструкция объекта была проведена в 2016 году. На эти цели было выделено 84 миллиона рублей, но спортивное сооружение очень скоро пришло в негодность. В прошлом году власти региона даже ставили вопрос о признании его аварийным. По поручению главы республики были проведены проверочные мероприятия на соответствие требованиям технических регламентов, норм проектирования и проектной документации. Дана оценка устранимости нарушений. По итогам инспекции главы комиссии Министерства строительства был составлен акт нарушений. По поручению регионального Минспорта 4 месяца назад на территории стадиона начались ремонтные работы, которые уже завершены на 80%. На втором и третьем этажах спортивного объекта полностью провели косметический ремонт, обновили освещение. Мы сейчас находимся в VIP-ложе, и здесь проведены полностью косметический ремонт. Это покраска стен, водоэмульсии, там замена плинтусов, отремонтировали отопление, где были маленькие дефекты и подтеки были. Отремонтировали кондиционер, 2 кондиционера тоже отремонтировали. И частично отремонтировали по электричеству свет, замена лампочек. На территории стадиона создаются условия не только для футболистов. В здании также открыты секции дзюдо, тэквондо, зал легкой атлетики. Последним тоже проведен косметический ремонт. Работы в помещении для дзюдо и тренажерном зале еще продолжаются. Здесь было очень тоже грязно, сырость была, то есть все это устранили, сделали побелку. Мы уже к завершению идем именно тренажерного зала. Мы уже отремонтировали зал легкой атлетики и тоже поставили там пару тренажеров для спортсменов. Сейчас на очереди весь первый этаж, где тоже предстоит выровнять поверхности, провести сантехнические работы, монтировать плинтусы, покрасить стены. Завхоз стадиона Залимхан Арабханов на 90% обновляет освещение на первом этаже. Светодиодные лампы, призмы цвелыши. Так, любой хам юг тарлужми вечный хамачидвин. Так, нага погодные условия, скачок напряжения ли. В ходе инспекции в ноябре 2022 года главой Ингушетии был отмечен явный дефицит технологического оборудования, а также ряд нарушений при строительстве и эксплуатации объекта, приведших к его скорому обветшанию. Основываясь на примере этого проекта, Махмуд Али Калиматов охарактеризовал порядок приема сдачи объектов завершенного строительства в регионе как неудовлетворительный. Все объекты спортивные сейчас контролируем, это точно. Все, что строится. Строго. При необходимости, когда видите нарушения, явные такие, берите, кто подрядчик, кто заказчик, идите в министерство, создавайте опять комиссию по всем объектам. По всем объектам. Сейчас все замечания устраняются поэтапно. Долгое время на территории стадиона не проводились даже элементарные хозяйственные работы, в числе которых покос травы, вывоз мусора. Минспорт Ингушетии пошел на кардинальные меры, сменили руководство стадиона. Здесь нет наемных рабочих бригад и подрядных организаций. Ремонт здания проводят сотрудники стадиона собственными силами. Все они сами вызвались помочь, когда узнали о необходимости проведения реконструкции. بسر حقات توعي مليش توعيش تخيموجر دقوة مستك إرجعت تخدي أنا رح دقوة اسمع له ديريكتورو حنياش ديريكتور السياخر حدي مقدوش ديريكتور وتخص شغل يلا وق شق من دبلج كان كوس تهلي نحمد قديتي بيرشت أحبواش بجوستشت حاششت بعد مجوي أنو خزل آري مسني رياض بقو حنس ومهتجاء. Вот и Хаваш Халухоев, заместитель директора стадиона, президент Федерации футбола, а сейчас и сварщик по совместительству, ремонтирует шлагбаум, который охраняет въезд на стадион. Согласно регламенту, без него запрещают проводить массовые мероприятия. Также на территории стадиона работники учреждения провели различные дворовые работы – побелку деревьев, покраску заборов, фундамента и не только. Посадочные места для футбольных команд, которые сидят на замене, замена лексана, там, замена всех стульев, расширили вот это посадочные места для футбольной команды.
И как бы частично убрали деревья, которые как бы неправильно выросли. Цифровое табло у нас было в неисправном состоянии. А когда мы принимаем матчи ЮФЛ, оно должно работать. То есть в плане интернета, в плане видеокамер, чтобы они все записывались. Были те моменты, которые нужно было устранить для того, чтобы наше подрастающее поколение занималось футболом. А футбол, как мы знаем, это самый массовый вид спорта по всей России. Не забыли и о болельщиках. Работники спортивного сооружения провели ремонт посадочных мест. Всего их на стадионе 3500. Правда, сами футбольные фанаты часто в порыве эмоций и не только портят имущество стадиона. Хотелось бы обратиться к нашим гостям стадиона, чтобы не ломали стулья. Вот когда забивают гол наша команда, они начинают стучать по стульям. И как бы ломаются стулья. Некоторые и ногами там наверх садятся. И как бы хотелось бы попросить, чтобы берегли наши стулья, наш стадион. Все работы проводятся за счет внебюджетных средств и в короткие сроки. Руководство стадиона отметило, без участия неравнодушных чиновников к судьбе спортивного сооружения и будущему спортсменов эта реконструкция была бы невозможна. В нашей республике лучше этого стадиона для проведения футбольных мероприятий у нас нету. Мы не готовы на других стадионах принимать матчи такого уровня, как ЮФЛ, как третья лига. Хочу поблагодарить министра спорта Алия Исаевича Дашлакоева за то, что помог устранить все вот эти недочеты. Хочется поблагодарить мэра города Назрань Евлоева Урусхана. Хочется поблагодарить руководителя Миннаца, это Бека Уаха, Евлоева Магомеда, директора футбольного клуба «Ангушт», это Илиев Беслан, это депутат парламента Муталиев Сулейман. Развитию футбола в последние годы особое внимание уделяет спортивное ведомство республики. В феврале 2022 было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола между Министерством спорта России, правительством и Федерацией футбола Ингушетии, а также Российским футбольным союзом. Серьезно о себе в этом сезоне заявили юные футболисты из клуба «Ангушт Малгобек», которые впервые в истории Ингушетии выступили в престижном дивизионе ЮФЛ Ю-16. Матчи проходили на стадионе имени Рашида Аушева. Мы туда ничего не вкладываем, наши ребята просто за бесплатно играют. То есть там проживание, питание, проезд на выездные матчи оплачивает сам Российский футбольный союз. Домашние матчи, оплата судейства, инспектирование, прямые трансляции все, которые выводятся на Матч ТВ. То есть полноценно все оплачивается за счет Российского футбольного союза. И это большой шанс для наших детей. Нам не стоит уже выезжать куда-то в большие города, в большие клубы, чтобы наших детей там кто-то заметил. Мы уже можем здесь у себя на родине играть в футбол, а вся Россия смотрит вот этот ЮФЛ. Больной темой остается футбольное поле. Для полноценного участия в профессиональных турнирах стадион имени Рашида Аушева соответствует. Однако, по мнению экспертов, натуральное покрытие не совсем подходит формату. Российский футбольный союз выразил готовность полностью заменить его на искусственное покрытие последнего поколения. Такое поле позволяет проводить матчи круглый год. На эти цели РФС выделит около 40 миллионов рублей. Ну а пока работники стадиона своими силами поддерживают состояние натурального газона. Мы его в день 2 раза поливаем, утром, вечером. В неделю 2 раза косим газон, как бы пытаемся. У нас, как в принципе, сегодня уже игра по третьей лиге, мы как бы готовимся к этому матчу. Но поле, если сказать правду, именно в это время, в августе, оно бывает очень в плачевном состоянии, потому что чемпионат длится до ноября месяца, и уже в середине августа он приходит в негодном состоянии, и инспектора постоянно ставят там замечания по состоянию газона. В масштабной реконструкции нуждается и мини-футбол стадиона. Здесь необходимо обновить покрытие, установить новый забор, благоустроить прилежащую территорию. Очень часто дети травмировались. В принципе, пока мы его закрыли, ворота все убрали оттуда. И в ближайшие месяцы будем делать реконструкцию. Мэр города Евлоев Урусхан пообещал отремонтировать вот эту мини-футбольную площадку, так как там давняя традиция заложенная была, что в 6 утра там постоянно собирались мини-футбол играют, и вечером проводились там мини-футбольные чемпионаты. То есть, можно сказать, практически около 18 часов в сутки этот стадион был задействован мини-футбольный.
До полного завершения реконструкции стадиона осталось чуть меньше месяца. В целом, на все работы Минспортом Ингушетии совместно с директором стадиона Исмаилом Цисюевым было привлечено около 2 миллионов рублей. Нарушений было много. Стадион полноценно не функционировал долгое время. Только принимал матчи по 3-й лиге раз в 2 недели. Сейчас же он эксплуатируется футболистами, атлетами, дзюдоистами. И не только. Регулярно проводятся детские матчи. Для всех спортсменов созданы необходимые условия. Большие раздевалки, 7-8-местные душевые кабины, инспекторская, медицинский кабинет, вип-ложа, исправная подача всех ресурсов. Диана Дударова, Ахмед Горбаков. Новости 24.